Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В данном видео я бы хотела дать несколько советов по изучению иностранного языка. Но сначала хотелось бы поблагодарить каждого из вас, кто подписался на мой канал. Я думаю, что без вас сама я бы не дошла до 20-го урока крымско-татарского языка. Спасибо вам большое. Итак, давайте перейдем к советам. Первый совет и самый важный – это желание. Если будет желание, то, конечно, будет легче выучить любой иностранный язык. При желании можно даже взлететь. Вот так вот, например. Второе. Нужно узнать, какие преимущества вас ждут, если вы будете знать данный язык. Например, если вы будете знать крымско-татарский язык, то вам не составит труда понимать турецкий. Тогда вы точно сможете смотреть какие-либо турецкие фильмы на турецком и практически все понимать. Например, когда я езжу в Турцию, то мне очень легко понять, о чем говорят турки. Конечно, тяжелее намного говорить, но понять очень легко. Итак, третий совет. Нужно найти кого-то, кто уже выучил данный язык, потому что это очень сильно мотивирует. Например, я как-то встретила одну женщину, которая была русской, но она очень хорошо говорила на крымско-татарском языке, что я даже вначале подумала, что она была татаркой. И тогда многие, кто ее тоже встретил, люди, которые не были крымскими татарами, посмотрев на нее, они тоже захотели выучить татарский язык. Вот. И даже знаю на своем опыте, когда училась в университете Исландии на факультете исландского языка, там нам нужно было сделать презентацию и говорить только на исландском. И я помню, вышел один мальчик, он был русским, но он так хорошо произносил каждое слово, практически как исландец. И тогда, посмотрев на него, меня это тоже вдохновило, и я начала заниматься больше языком, чтобы как-то продвинуть свое произношение. Вот. Это был третий совет. И четвертый совет – нужно много-много слушать. Если у вас есть возможность слушать что-то на языке, который вы хотите выучить, нужно обязательно это делать. Например, когда я поехала в Германию на год, то вначале я практически ничего не понимала. Но потом, где-то через недели 2-3, я сама не поняла, как я начала все понимать. А почему? Потому что я всегда сидела и смотрела телевизор. Ну, не всегда, когда было время. И потому что язык всегда был на слуху. И так получается, что вы сами не поймете, как вы начинаете все понимать, даже не напрягаясь. Вы также можете посмотреть любимый сериал на языке, который вы хотите выучить. Это очень хорошо помогает. Пятый совет. Нужно найти друга по переписке. Если у вас есть возможность найти кого-то, кто говорит на языке, который вы хотите выучить, то, конечно, это вам поможет, если вы будете переписываться с этим человеком на этом языке. Так, и шестой совет. Нужно читать книги, потому что если вы слышите что-то, вы, возможно, не знаете, как это слово написать. Но если вы будете читать книги, то у вас еще и работает зрительная память, и вы уже будете знать, как же это слово пишется. Даже если вы не понимаете все, что вы читаете, все равно нужно читать, потому что, возможно, вы прочитали это слово здесь, и завтра кто-то произнес это слово там.
И так у вас будет работать очень хорошо память и слух, и это вам поможет. И 7-й совет: нужно стараться общаться. Если вы будете общаться, это вы будете практиковать свое говорение. Даже если вы боитесь сделать какие-либо ошибки, все равно нужно стараться всегда общаться. Если есть возможность, говорите на языке, который вы учите. Это вам всегда поможет. Так вы будете практиковать. Ну вот, это были мои советы по изучению иностранного языка. Надеюсь, они помогут кому-то. И если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. И мы с вами увидимся в следующем видео. Спасибо большое за просмотр. До свидания.